Ассаламу алейкум. Уже третью неделю две чеченские семьи, в которых 11 детей, живут на улице в палатках рядом с центральной мэрией французского города Страсбург. Сотрудники этой мэрии никак им не помогают. Вчера к этой семье приехал известный проходимец Саид Эмин Ибрагимов. Известен он тем, что в период Первой войны, находясь в Турции, украл деньги, собранные для нуждающихся чеченцев. Давайте послушаем его. Ему настолько безразличны эти люди, что он даже не знает, 2 дня они там находятся или 2 недели. Давайте действительно подумаем, почему они заявились туда с камерами. Вариант А. Они заберут эти семьи к себе домой. Вариант Б. Они устроят митинг против мэрии. Вариант С. Снимут для этих семей квартиру. Вариант Д. Поступят по-евро-ичкерийски. И вы ответили совершенно верно. Они поступили по-евро-ичкерийски. €600. 600 евро 2 семьям, где 11 детей, а всего 15 человек. Получается 20 евро на человека от евро-ичкерийского правительства в изгнании. Ну да, во Франции на эти деньги можно 1 раз покушать. И это видео евро-ичкерийцы распространяют во всех мессенджерах и социальных сетях. И, между прочим, этот Саид Эмин Ибрагимов называет себя вице-премьером правительства ЧРИ в изгнании. То есть это заместитель проходимца Закаева. И, кстати, в этом же городе Страсбург проживает еще один евро-ичкерийский правитель Жалоуди Сараляпов, возглавляющий, по его словам, парламент ЧРИ. И вы удивитесь, но во Франции живет еще один правитель Ичкерии Ахьяд Идигов, возглавляющий, по его словам, президиум правительства ЧРИ. И, кстати, там же, во Франции, проживают и участники организации Барт Маршо, тоже причисляющие себя к евро-ичкерийцам. Также в Европе проживает куча просто блогеров, которые ежедневно собирают деньги со своих подписчиков. Есть еще так называемый благотворительный фонд «Вайфонд», принадлежащий каратисту Мансуру Садулаеву и брату шведского сказочника. Фонд этот отличился тем, что на протяжении года хвалился тем, что приобрел мопед для одного чеченца из Турции. А Садулаев отличился тем, что пытался сдать собственную дочь органам опеки Европы. И в итоге вся эта кучка жуликов и самозванцев, которые на камеру постоянно произносят какие-то громкие речи о чеченском народе и о своем стремлении ему помочь, не помогла 2 этим семьям, уже 3-ю неделю живущим на улице в городе Страсбург. Они дали им по 300 евро на семью и оставили на улице. Так что делайте свои выводы. А тем временем региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на протяжении почти 20 лет оказывает помощь нуждающимся по всему миру. В Чеченской Республике фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова практически ежедневно строит для нуждающихся большие дома, обставленные мебелью. Фонд помог уже миллионам людей и в эти минуты, например, помогает мирным жителям ДНР, ЛНР и Украины, а также нашим бойцам, находящимся там. А мы с вами можем резюмировать, что евро-ичкерийские отщепенцы – это, пожалуй, самые бесполезные люди, напрочь потерявшие качества, присущие настоящим чеченцам. В
Впрочем, это мы и так знали. Да уж.